Сегодня состоялось рабочее совещание, встреча с работниками экспедиций, подведомственных организаций Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. Эти экспедиции выполняют государственные заказы, которые им дает ГКПН, но финансирование осуществляется Министерством финансов. Вот, к сожалению, с января месяца имеется большая задолженность. Общая задолженность составляет более 10 миллионов сомов. В принципе, для Министерства финансов, для бюджета, может, это и небольшая сумма, но при этом, представьте, уже около 7 месяцев люди не получают заработную плату. В настоящее время решить вопрос по погашению задолженности должно Министерство финансов. Соответствующие заявки были поданы Госкомитетом промышленности в это учреждение, но по сегодняшний день, к сожалению, по различным причинам финансирования нет. Биз ушул жылдын январынан баштап зарплата албай келе жатабыз. Ушул пандемия учурунда бизге акча аябай керек, өзүңөр деле түшүнөсүңөр. Дарылардын бардыгы чоң деген акчалардан турат. 8 миңден алып атышат, 3 миңден алып атышат. Наш коллектив в течение уже более 7 месяцев не может получить зарплату. Я понимаю, конечно, что это связано и с эпидемией, но как жить людям? У нас сотрудники вынуждены пешком ходить на работу с окраин города. Киргизская комплексная гидрогеологическая экспедиция занимается чисто питьевой водой. И вот у нас на юге буквально 2 года назад было открыто южное отделение нашей экспедиции, которое занимается оползновыми процессами. И вот в связи с нефинансированием этот отряд уже практически закрывается, молодые хорошие специалисты уходят, мы не можем их удержать. İşteyiz aylık yok. Вот проблема осындан болды да. Не кылыш керек, кандай кылабыз? Ошон үчүн силерге кайрылабыз. Жардам бересиңерби, же өзүңөр келип иштейсиңерби? Кадрлардын баары жетип атат. Таза суу өмүрдүн булагы. Наша экспедиция занимается очень важными задачами, решением вопросов водообеспечения республики. Специалисты последний год в связи со сложной финансовой обстановкой не задерживаются. Это связано с тем, что мы уже практически 7 месяцев не получаем зарплату. Из-за отсутствия финансирования мы сорвали практически полностью полевой сезон. Мы зарплату, последний аванс получали за март месяц. Если государству не нужна чистая питьевая вода, тогда, пожалуйста, можете разгонять экспедицию. Если государству не нужны специалисты, не нужны наши знания, не нужны наши опыты, вот решайте этот вопрос. И мы обращаемся к премьер-министру, к министру финансов, чтобы этот вопрос в скорейшем времени, в кратчайшие сроки был решен. Мы направили уже 2-е обращение к премьер-министру Буронову на прошлой неделе. Сегодня состоялись встречи и переговоры с руководителями ведомств, организаций. И мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно.